Всем привет! В общем, сегодня поговорим немного о видеонаблюдении. Я занимаюсь видеонаблюдением уже, наверное, лет 5. Установил в городе Якутске много различных видеосистем. Мое предпочтение RWAY. Системы RWAY, они очень бюджетные и простые в использовании, простые регистраторы, очень легко настраиваются и сбоев практически не дают. Если ставишь клиенту такой регистратор, то проблем никаких нет. Гарантия, опять же, год. Доступность, везде можно купить его, в нашем Якутске особенно RWAY везде продается. То есть я Крепость предпочитаю, очень хороший магазин, ребята там надежные, постоянно какие-то скидочки. Регистратор с косяком они всегда поменяют его. В течение года спокойно. На системе Novicam недавно наткнулся на такую систему, начал ставить. Понравился мне очень регистратор такой. TVI у нас есть, обычные аналоговые, IP системы есть, много различных форматов. TVI это почти то же самое, что и HD, просто одна корпорация выпустила HD, и эта кодировка такая получается. Запатентовала ее. Другому человеку тоже надо что-то придумать, допустим, другой компании, и тоже запатентовать. Они уже HD не могут сделать, они придумали такой формат, как TVI. Практически кодировка чуть-чуть изменяется, а так смысл тот же самый. Камеры можно подключать до 3 мегапикселей качества, то же самое Full HD. То есть, но прикол в чем? Если вы покупаете HD регистратор, на нем нельзя подключить TVI. Но сейчас уже есть такие гибриды регистраторов, это конкретно поддерживают они и TVI, и HD. Так что такие Novicam, они очень хорошо поддерживают все это. Можно и HD подключать, и TVI. Также, конечно, есть и RWAY, такие же регистраторы, и ST-шки есть. Любые марки сейчас есть гибрид. Просто они стоят немножко подороже. Но чем мне привлекателен Novicam, то что у него очень хорошее, интересное облако. То есть сейчас регистраторы идут у нас, получается, с облачной системой, то есть технология P2P. Получается, там в чем прикол, что есть у нас конкретно сайт, то есть где-то в интернете облако, дали его Novicam, RWAY, другие системы. То есть картинка, раньше надо было чтобы в интернет у нас регистратор выходил, ему нужен был обязательно белый IP адрес. То есть какой-то там конкретно 80.221.8.3, допустим, адрес. Он постоянный, чтобы был, не менялся. А вы же знаете, что у нас получается все сотовые операторы и есть другие провайдеры, которые не дают белый IP адрес вообще. Поэтому на такой регистратор через постоянно меняющийся IP адрес, то есть никак не войдешь уже на этот регистратор. Он сегодня 1 минуту он побыл там 8.83, минута прошла, он стал 8.85 какой-нибудь адрес, и все, и начинаешь на него забивать и не попадаешь, получается, на такой регистратор. Поэтому придумали такую технологию P2P. То есть смысл в чем? Регистратор по серийному номеру привязывается к CLUD и постоянно, то есть в CLUD обращается, а вы уже конкретно с телефона или с какого-то гаджета, либо из компьютера обращаетесь уже в CLUD и попадаете на этот регистратор. Вам не надо не заморачиваться, какой-то там адрес, он его найдет просто по серийному номеру. То есть так сделали такую интересную вещь, придумали. Давайте распакуем наш регистратор, посмотрим, что у него там в комплектации конкретно есть. Подключим, посмотрим. У него очень хороший интерфейс, очень понятный, интересный, любой его настроить сможет. Книжка идет, диск с программным обеспечением, это здесь CLUD получается. Вот такой диск идет.
Ну, программу потом посмотрим. Инструкция. В принципе, понятная инструкция, она нормальная. Можно почитать. Все как бы понятно. Здесь вот хорошо написано, как конкретно нам привязать регистратор к луду. Так у них система называется. Вот болтики, жесткий диск. Можно как бы прикручивать к регистратору. Так, это у нас не в комплекте. Ну, тут что у нас идет? Это у нас питание, жесткий диск подключать. Пультик идет. Ну, пульт он как бы он не нужен. Может кому-то нужен. По старинке кто-то любит управлять. Вот SATA получается, жесткий диск опять же подключать. Вот это вот переходник. Фишка, короче, Навикамов в том, что вот у него получается не как у всех регистраторов простой вход такой вот. Вот обычно сейчас покажу. Вот такой вот вход. У Навикама другой вход. Вот получается у него четырехконтактный вот такой вот вход. Но можно его как бы вот на такой вот переключить все-таки. То есть это переходник. Вот блок питания есть. Блок питания идет с ним. Мышка идет. И сам его регистратор. B-вход. И здесь самое интересное у нас сзади, наверное. Здесь у нас множество подключений. То есть 4 камеры, вот 4 канала. Видео аут можно подключать к телевизору через видео аут. Обычный аудио in. VGA кабель, HDMI есть. Можно к HDMI подключить. Еще один USB порт. Так, и RS485. То есть гнездо сетевое есть у нас. RG45. У него есть веб-морда, можно спокойно, то есть по сети попасть на этот видеорегистратор. Сейчас заведем, посмотрим, как все это дело, как оно выглядит примерно, какой у него интерфейс. Ну, заводим наш видеорегистратор. Вот она, лампочка загорелась, зелененькая Power. То есть подключил я его к VGA-шке. Будем смотреть, что покажет сейчас. Так, админку просит, ну, отмену сделаем. Нет, надо пароль поставить, не поставлю, ладно. Вот. Устройство активировано у нас. И здесь что у нас есть? Вот. Режимы. То есть вот 4 камеры, да, 1 TVI режим есть. Можно в TVI выставить. В HD CVBS можно выставить. Он будет такие камеры принимать. И вот 4 IP камеры можно спокойно подключить тоже. Без проблем. То есть выбираем любой. Либо TVI, либо HD, либо IP. Либо вот это вот HD и аналог он будет тоже как бы поддерживать. Применить. Пусть у меня в таком режиме все будет. Применить русский. Ну, вот хороший у него помощник очень настройки. Запуск помощника при включении DVR. Вот так вот все делаем, настраиваем. Выбираем наш часовой пояс. У меня Якутск. Ну, время пусть будет. Ладно.
И вот важный момент, вот здесь вот надо настраивать на DHCP, у кого с роутера будет подключен интернет. У кого интернет идет по шлюзам, там каким-то настройки, можно здесь его спокойно прописать, то есть DNS выбрать, шлюз, маску, и как бы интернет подключится. Я всегда DHCP ставлю, он у меня адрес примет с роутера. И вот подключение облака P2P. То есть тут мы просто ставим галочку, вот здесь вот облако. Все, это у нас код подтверждения, а это у нас QR-код. Можно по нему считать спокойно и телефон, гаджет подключить, и он спокойно по QR-коду подключится у нас, найдет его в интернете. И все, следующее. Это нам ничего не надо, хотя у него есть тут настройки, можно, это для интернета, как бы, кто хочет по обычному IP-адресу входить на него, не через облако P2P. Здесь у нас инициализация жесткого диска, если он есть, у меня его нету. Следующее. Детекторы можно движение настроить. Окей. Вот как бы так. 4 камеры. Камеру я пока подключать не буду. Как-нибудь, может, в другом видео. Посмотрим обзоры видеокамер на викамовских. Попробую что-нибудь уличное подключить, обычные камеры. Посмотрим. Вот. Ну, какая у него менюшка? Есть у него меню, конфигурация записи, управление дисками, конфигурация самой системы, вот общая. Можно сюда зайти, здесь можно все настроить, то есть сеть, тревогу, отображение, предупреждение. Так, это у нас камеры, включить, выключить можно канал, некоторые подключать. Это у нас вручную запись, то есть расписание, либо вручную мы настраиваем запись нашу. Так, вот у нас тут запись, можно посмотреть по графикам, как она у нас записывает, какие камеры пишут, какие нет, все можно посмотреть. Здесь к какому принципу они у нас подключены, TVI, маска, OSD, много чего можно настроить, куча вообще. Регистратор суперский. Современный регистратор, хороший. Так вот. В общем, вот такой вот видеорегистратор. Все понятно, все очень приятная менюшка у него. Ну что сказать. Каждый, конечно, делает выбор сам, но мне очень понравился продукция Novicam. Она очень качественная, как бы. Даже вот позиционируется завод-изготовитель, что вот говорят, что они выпускают вроде бы запчасти у них, как бы некоторые японские, то есть я имею в виду там конденсаторы, из чего он собирается, то есть некоторые элементы у него японские, нормальные, качественные, и как бы спаяны нормально, качественно. На некоторых объектах я уже поставил такие видеорегистраторы, ну где-то начал первый я поставил 1,5 года назад, наверное. До сих пор работает у человека и как бы проблем никаких не имеется. Хотя вот по RVI-кам, вот, конечно, хвалю RVI продукцию, не всегда, но все равно как бы бывают у них накладочки такие. Вот у RVI очень часто вылетают блоки питания. Не знаю, видать такие они некачественные или что ли. Ну вот год проходит буквально, там конденсаторы рассыхаются, бах, и по питанию какая-то проблемка, то есть регистратор перестает просто заводиться. Либо он заводится, потом начинает на перезагрузку уходит, и так по циклу, короче. Заводится, перезагрузка, ну не работает. В общем, с RVI-ками я когда монтаж делаю, я сразу это все учитываю, и блоки питания я ставлю нештатные. Я видеорегистраторы все стараюсь вешать на бесперебойное питание, то есть какие у нас там есть бесперебойники, импульс, там их различное как бы количество, много очень. И вепор тот же самый 12.5, то есть просто батарейки хорошие ставишь и всю систему полностью, видеокамеры, и все запитываешь от вепора, то есть там если уходит напряжение, допустим, ну, час у меня там, ну полчаса может, час даже спокойно всю систему тянет, то есть работает, пока свет не включит.
Ну, как бы это все делается, все нормально. Поэтому, ну вот на Викам такой проблемы не было, как бы нормальный регистратор. Мне понравился. Что еще хотел сказать? То есть ссылочку я оставлю на магазин крепости в описании и на сайт, то есть производитель Навикама. Кстати, у крепости Навикамы продаются по той же цене, что на сайте. Ну там может немножко минимальная накрутка какая-то есть, 10%, не больше. То есть там 10, даже может быть вообще, я вот честно не заметил вообще, что цены там какие-то меняются. Вот что на сайте открываешь, те же самые цены. Так что спокойно вот обращайтесь, покупайте. Правда, вот количество не всегда бывает, надо либо заказывать, либо, ну, желательно на заказ, потому что бывает просто этих регистраторов нет в наличии. Вот. Еще какая фишка, если покупаете регистраторы на Викам, то и надо видеокамеры тоже на викамовские ставить. RWI. Я вот так поддерживаюсь. Пусть это будет как бы, я не знаю, кто-то скажет, что это тупость, там все камеры одинаковые. На самом деле на заводе, может быть, даже как-то их испытывают, там напряжение разное, сопротивление там. По-любому там как бы все это замеряется, и каждый, то есть элемент, каждая фирма под себя старается все это оборудование делать. Поэтому надо оборудование покупать все, то есть одной марки желательно. Вот. Ну как бы такой маленький совет. Что еще? Ну, больше пока как бы нечего сказать. Попозже в других видосах посмотрим, конкретно засниму клуб на викамовский, как им, то есть управлять там. Приложение еще вот сейчас покажу. Приложение на айфоне. Как выглядит вообще сам клуб на айфоне. Так. Качается. Называется iVMS 4.5 Pro. То есть он идет и на андроидах, он идет, и на iPhone он идет тоже как бы. На Windows Phone не знаю точно. Врать не буду, по-моему, нету. Ну, в общем, iVMS 4.5 Pro. Такое приложение. Вот у меня на 4 камеры настроено. Сейчас покажу, как этот регистратор привязать к клуду. Вот у меня тут есть какой-то регистратор. Он уже как бы открывает видеокамеру. Просто нужен хороший интернет на той стороне, и чтобы хороший интернет был тоже на телефоне как бы. И все спокойно, картинка открывается. Могу любой посмотреть, что творится как бы. Также есть здесь 9 камер, можно 16, ну у кого какое количество. Регистраторы эти навикамовские есть и 16-портовые, и 4, и 8, разные модели. Так вот. Ну давайте вот сейчас регистратор наш в сеть запитаем. Где-то у меня тут есть. Вот у меня идет шнур от роутера. То есть с него идет интернет. Просто берем его, в RG45 вставляем. Все. Как видели, я в настройках поставил DHCP. Сейчас он поймает адрес и просто тупо в интернет в облако попадет. Единственное, что здесь мне надо будет сейчас посмотреть, какой серийный номер у нас. Так. Вводим пароль. Входим в наш регистратор. Заходим в конфигурацию системы. Общие. И здесь у нас вот есть где-то сеть. Да, вот сеть. То есть у Навикама берется вот это вот от вот этой буквы до вот этой буквы. То есть это у нас серийный номер регистратора. То есть в книжке там все описано. И вот эти цифры берется 9 чисел. Ну и вот, допустим, у меня здесь есть устройство.
Клуд P2P. Вот у меня тут уже устройство 2 штуки есть. Как добавить? Просто вот плюсик нажимаем. Так, нажимаем плюсик. Ну, можно по QR-коду, но я по серийному номеру привязываю устройство. Вот здесь ввожу свои числа как бы. Вот. Делаем запрос. Вот он у нас находит видеорегистратор. Мы его добавляем, плюсик делаем и вводим наш код. То есть какой там у нас код. Вот код подтверждения есть. Его можно поменять спокойно, либо на другой какой-то поставить. Ну, сейчас введем его. Все, вот я ввел наш код, подтверждаю. Что-то неправильно ввел. Все, он у нас тут находит его, бах. Хоп, появился третий регистратор в клубе. В клубе у нас так. Что делаем дальше? Отображение в реальном времени. И вот. Смотрим наш регистратор. Вот этот последний. Начать отображение. 4 камеры. Прогружаем. Первый раз сейчас он прогрузит. Все, появились 4 камеры. Вот. Так у нас попал регистратор в клуб. Можно с телефона спокойно теперь смотреть это. Камеры подключаем, у нас будут картинки. Как бы так. Ну что, всем спасибо за просмотр. Может быть, кому-то понравился данный вид регистраторов. Ну, вообще видео продукция у них хорошая. То есть есть камеры у них. Вот такие камеры вот. Ну, это потом обзор на камеры снимем. Посмотрим, что как снимает. В общем, так, ребята. Пока.